практически самыми первыми. У нас там были организованы сборы вместе с командой Ульяновска, как раз таки тренировались вместе с ними, жили вместе с ними и потихоньку проходили адаптацию, акклиматизацию, чтобы к дню Олимпиады было уже легче ориентироваться как в погодных условиях, так и в зависимости от состояния здоровья, ну и так далее. Подготовка проходила было очень сложно на самом деле, потому что нужно было очень много чего успевать. Олимпиада, она включает в себя очень много видов различной нагрузки. Это и легкая атлетика, нужно бегать, гимнастика, это растяжка и комбинации, различные сложные координационные элементы. Спорт-игры — это баскетбол, это флорбол, это футбол. Плюс прикладные виды спорта — это стрельба, это бег, это метание, это прыжки, это очень много нагрузки. Так еще и плюс теория, то есть надо читать, готовиться, учить. Очень много различного материала, история спорта, биология, химия, физика, все это надо было знать. И мы ничего не успевали. У нас было в день одно теоретическое задание и 3 тренировки. И мы ездили по городу, по разным локациям, по разным залам. По 2 часа тренировались, уезжали в другой зал. По 2 часа тренировались, уезжали в другой зал. Ну, в общем, это было очень тяжело. И все боялись, как бы мы не устали к началу Олимпиады. Еще сложность была в том, что сами олимпиадные задания проходили за день до самой Олимпиады. Это тяжело ориентироваться. То есть проходят задания, а на следующий день тебе уже выступать. А надо еще и комбинацию по гимнастике составить, надо еще прикладную выучить, надо еще спорт-игры выучить. И к теории подготовиться было бы славно тоже за оставшийся день. Вот. Мы очень много должны были успевать и должны были собраться к началу Олимпиады. Ну и плюс соперники тоже немного внушали страха, потому что я пришла, спустилась на первый этаж, в холл, а там 300 человек, все на тебя смотрят, как будто бы очень страшно. Москва приехала очень большой делегацией, там было, по-моему, 40 или 50 человек. Московская область, отдельная делегация, тоже 40 человек. Татарстан 40 человек. И все на тебя смотрят, и там выходишь в тапочках, в пижаме. В общем, стресса много было. Но тем не менее, мы республикой очень хорошо выступили, показали то, что мы можем